приурочена 555 лет города Чебоксары и Дню города Новочебоксарск. Эта выставка приурочена к Году семьи. В выставке принимают участие больше 90 художников со всего мира, включая Российскую Федерацию и даже город Новочебоксарск. У нас здесь 3 выставки сегодня. Персональная выставка знаменитого художника из Республики Башкортостан Альберт Владимирович Хабибулин. Выставка башкирская, вторая выставка «Палестина глазами художников Республики Башкортостан». И третья выставка – это 112-я выставка «Палестина в наших сердцах». Это проект, социально важный проект, который 3 года тому назад начался. И параллельно у нас по всей России сейчас открыты 18 выставок в разных городах России. Даже в том числе в Барнауле, в Сибири у нас там выставка. Конечно, здесь представлены работы знаменитых мировых художников, председателей Союза художников, народных художников, Иордания, Сирия, Йемен, Палестина, Ирак. Здесь есть возможность даже народных художников Чувашия и Россия, заслуженные художники, есть возможность жителям города и гостей посмотреть самые разные интересные картины, работы. И даже посмотреть сегодня палестинская национальная вышивка, одежда, будут костюмы. И даже есть здесь работа народных художник Чувашия, заслуженный художник Россия, бюст из бронзы Нагорнов Владимир Порфирьевич. У нас благодаря нашему проекту, который идет под эгидой Императорское православное палестинское общество, Чувашское отделение, которое возглавляет на сегодняшний день я, а во всей России Степашин Сергей Вадимович возглавляет. У нас более 60 филиалов и отделений во всей России. Идет под эгидой Императорское православное палестинское общество, которое укрепляет дружбу между народами России и Палестины. Палестино-российские отношения начались более 1000 лет назад, когда российское государство официально приняло христианство как государственная религия. И поймите, в каждом уголке мы видим Палестину, в каждом месте. Вот даже календарь, по которому живет не только Россия, весь мир, это палестинский календарь. Это он связан с Иисусом Христосом, который родился в Палестине, в Вифлееме. И его мать чистокровная палестинка из города Назарет, Мария. И поэтому 24-й год все отмечают свои даты, юбилеи, государственные праздники, религиозные, не задумываясь даже по палестинскому календарю. Поэтому Палестина живет в вас, живет в каждом месте. Каждая церковь – это Палестина, каждая мечеть – это дорога к Палестине. Палестина – это ворота к Богу, ворота в небо. Палестина на сегодняшний день – это испытание совести. Жители земли, настолько они равнодушны, или все-таки они смогут остановить уничтожение палестинского народа. Там идет полное истребление, все музеи уничтожены в Газа, все больницы, все школы, все детские сады, все министерства, все галереи, практически ничего, ни одно здание не осталось, и сотни тысяч людей, мученики между погибшими и ранеными. Это все за то, что они хотят жить у себя на родине. Просто жить без оккупации, жить в мире. Это законное право каждого народа. Мы верим, что с помощью великой нашей России восстановится справедливость, и Палестина будет свободная. И объединились все художники мира, и через кистью показывают свое отношение и требуют восстановления справедливости и мир на святой земле Палестины.
впервые прозвучал сразу 3 гимна. Такого раньше не было. Предпоследний день лета мы открываем, так сказать, новый сезон, да, который ознаменован открытиями 2 выставок одновременно, но они связаны между собой не только потому, что они посвящены Востоку, но потому что представляет один человек, всеми нами уважаемый, любимый доктор Бассам. Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Вот он как бы не художник, а вроде как художник, потому что он является, как сказать, нет, здесь, как сказать, подвижником вот этого творчества своей родной земли и все, что с этим связано, с Палестиной. И многие художники мира рисуют свой взгляд на эту страну. Да? Вот. И я думаю, что концепция как бы, этой выставки в этом и заключается, что в каждой стране художник видит Палестину, наверное, как по-своему. Какие-то краски свои используют, какие-то там, может быть, приемы привычные в этой стране и так далее. Мы уже видели Палестину глазами художников Чувашии, да, у нас уже была выставка. Вот, в Казани. В этот раз у нас Палестина глазами художников Башкортостана. Тоже их интересный свой необычный взгляд. Вот. И поэтому разрешите от имени главы города Новошибарсарска Максима Ильича Семенова вручить приветственный адрес вам, дорогой наш доктор Бассам. Мы уж вас так это по-свойски доктор Бассам и тоже приветственный адрес от лица главы города Новошибарсарска Максима Ильича Семенова Хабибулину Альберту Фадиловичу. Я надеюсь, что передадите. Потому что на самом деле мы открываем новые имена, это всегда интересно, всегда необычно. Вот, тоже хороший позитивный опыт. И опять же открытие нового сезона, с чем я вас и поздравляю, дорогие друзья. И вот наши красивые женщины. Сюда подойдите, пожалуйста. Национальная палестинская одежда. Сюда показать надо. Палестинская вышивка. Наши сотрудницы сегодня выступают в виде моделей. Да, аплодисменты. Ну, по-восточной традиции большие. Гарем. Нет, большие благодарность. Вот такие вот замечательные костюмы. Ну, я думаю, доктор Бассам сам уже потом об этом подробнее расскажет. Вот. А сейчас для того, чтобы создать атмосферу праздника, у нас в гостях наши восходящие звезды музыкального Олимпа из детской музыкальной школы, нужно аплодисменты, которые исполнят для вас только Русский неаполитанская песня. замечательно. Thank you.
Здравствуйте, братья и сестры. Мы снова вместе. Вчера вот мы вместе были на выставке в Доме дружбы народов Нагорновых, семьи Нагорновых, 3 автора. Семья это папа, мама, дочь, и скоро у них будет выступать и внук Егор. А Настя продолжается. Я считаю, Владимир Порфирьевич, вы станете супругой, покажитесь. Заслуженный художник России, автор скульптуры, главной скульптуры нашей республики в Поволжье, мать-покровитель, которую все знают, а теперь, кто не знает, вот папа этой мамы. Что связывает эти две выставки? Я плавно перехожу от вчерашней выставки к нынешней. У нас же в этом году год семьи. Вот. И то, что сегодня выставка у нас открывается Палестина глазами российских зарубежных художников, и отдельный зал Хабибуллина. Прежде чем рассказать о выставке, я хочу немножко рассказать о докторе Гассале, моем и нашем друге. Человек уникальный. Вот его портрет, а рядом портрет отца. И они находятся в порядке движения часовой стрелки. Мы специально как повесили: сын, наследник своего отца, не только по рождению, но и по жизни. Это не громко звучит, в борьбе за мир. Все знают, что сейчас творится в мире, в частности в Палестине. И кто это творит? И вот художники, наши российские художники, зарубежные художники, как могут, на это отвлекаются, создают произведения, потому что люди должны знать правду. Вот фашистов победили, в первую очередь наши войска советские, и вдруг приглашают на саммит, посвященный победе над Гитлером, всех, кроме главного победителя России. Говорят, это не Россия победила, это мы победили. Американцы, французы, англичане, даже немцы сами себя будут стучать. Империя лжи правит миром. Но потихонечку ей приходит конец. И вот вклад в эту победу, которую американская власть по всему миру, в своей щупальце, у них 360 с лишним, по-моему, военных баз в мире. По всему миру, везде, вокруг России. И Палестину бомбят американскими бомбами, оружием и на американские деньги. Точно так же и на Россию сейчас накат идет. Никакие не украинцы. Украинцы — это простое оружие, наемные солдаты. А вся та же империя лжи Америка бомбит Курскую область. Но уже всем очевидно, что победа опять, как Наполеона разбили, Карла XII разбили, Гитлера разбили, и империя лжи будет тоже разбита. Не сразу, потихонечку. И вот свой вклад художники наши и художники мира в эту победу сегодняшняя выставка вносит. Я считаю, это, может, даже не каждый художник это понимает, создавая произведение, что он вносит свой вклад в победу над ложью, которая творит в мире. И Россия сейчас, наверное, главный правдоискатель в мире. Все боятся
с Америкой спорить, кроме России. А теперь уже более половины стран мира на нашей стороне. Более половины. Я с каждым днем это прибавляюсь. То есть правда, в чем сила правды, брат? Так что правда победит. Благодаря усилиям России и другим странам, которые нам примкнули и примкнули. Но теперь ближе к искусству. Владимиру Владимировичу. Добрый день, дорогие друзья, любители, те, кто разделяет, так сказать, сам смысл вот этой выставки, этой боли, которая витает, которую мы чувствуем. Я постоянно отслеживаю все эти выставки, которые проходят по стране, в разных регионах, как и в Чувашии, так и за пределами республики. Вот один человек, это в лице доктора Басана, настолько взял такой огромный, тяжелый груз и в то же время правильный, справедливый груз, который он несет на себе, как говорится, вот через это искусство, боль, которую проходит в жизни народа Палестины. Вот. А художники, конечно же, они миротворцы. Они несут добро, мир, борются за справедливость через свои произведения. Вот. Через свои произведения показывают всю справедливость и надеясь на то, что в будущем, в общем-то, существует все-таки правда, и, наконец-то, на этой земле народ палестинский приведет свое государство полноценно. Ну, трудно, тяжело, потому что действительно страны империализма, вроде с Америкой, им это не нужно, они хотели бы, чтобы не было этой проблемы, и вот изгоняют народ с этой арены, со своей родной земли. Вот. И, естественно, я наблюдаю, что здесь, естественно, такие работы, которые не просто любование, да, а вот именно содержательность. Вот это самое главное. Люди, художники, они выражают именно вот внутреннюю суть человека. Вот. И это все прослеживается во всех этих работах. Извините. И вот доктор Басан, не боясь, взялся за это продолжение этого проекта, объединить художников с той идеей, чтобы громко заявить в этом мире об этой справедливости и несправедливости в этой жизни. Ну, находит эта выставка, и во многих регионах страны, доктор Басан рассказывает, как он и на Байкал, там, и в Сибири, и здесь, в Средней Волге и так далее, он проводит эту выставку. Даже не пришел вчера на мою выставку и говорит, я в Казани был. А сам просил меня отменить мою выставку, которая была на сегодня. Я сделал 29-го, а потом мне говорит, а я не смогу. Ну вот. Ну ладно, в общем-то, как говорится, это немножко отошло от темы. Растет, развивается, все больше и больше художников привлекает, и вот этой темой работы, все равно люди, они, художники, тоже усовершенствуются, потому что они берут глубокую тему. И поэтому я думаю, что это такое направление даже правильно, справедливо. Я вас, доктор Басан, поздравляю с этой выставкой и предыдущими со всеми. Дай Бог здоровья, как говорится, и дальше все это развивать.
Спасибо. У нас не просто выставка. Сегодня еще хочу такую инновацию озвучить. Есть такое выражение «бумеранг мира и добра». Он будет запущен в России в День знаний, то есть 1 сентября. И не люблю читать, но так как это все-таки официальный документ, я, с вашего позволения, немножко читаю чуть-чуть. Мир – уникальное состояние стабильности, благодаря которому в обществе царят доброта, взаимопонимание, дружба, любовь и гармония. Кстати, я все это наблюдаю в стенах нашего музея. Музей – место встречи людей. Мир – неотъемлемая часть и важная часть жизни каждого из нас, начиная с рождения. Приходя в гости, мы часто говорим: «Мир вашему дому». Добрый день. Прощаясь, мы желаем всего самого доброго. Оставайтесь с миром. И вот 1 сентября, в День знаний в России, стартует международный творческий интернет-проект детских работ «Бумеранг мира и добра». И я сейчас хочу, уже без бумажки, я надеюсь, доктор там немножко это озвучит поподробнее. Я очень часто провожу творческие встречи с детьми, с взрослыми, и довольно часто задаю вопрос. Если произведение, которое они видят, что в вашем понимании жизнь? Как вы понимаете, что такое жизнь? Ну, каждый старается ответить по-своему. Я тогда прошу, одним словом назовите, что такое жизнь? Свобода. А? Свобода. От чего? Ответ. А каждая версия имеет право на жизнь. А я вам сейчас... Счастье. Что такое жизнь? А бывает в жизни несчастье. А вот я вам сейчас расшифрую одним словом. Жизнь – бумеранг. Правильно? Жизнь – бумеранг. К кому все ведется? Что отдаете, то и вернется. То, что посеешь, то и пожнешь. Ложью пробьется наша же ложь. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Вы отдаете, вам отдают. Вы предаете, и вас предадут. Вы обижаете, и вас обижают. Вы уважаете, и вас уважают. Жизнь бумеранг. Сулит всем по заслугам. Черные мысли вернутся недугом. Светлые мысли божественным светом. Если не думал, подумай. Вот мое понимание того мероприятия, которое в России с 1 сентября объявится. Знаете, вот там еще вернуться хочу к этим двум портретам, отец и сын. Отец доктора не просто был политический деятель общественный, он был основателем движения палестинского. И Ясир Арафат был наследником его, которого Арафат мы все с вами знаем, он был популярный политик. Вот. И, наверное, будет сейчас справедливо самому доктору немножко лучше, чем я, сказать. Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я весьма сегодня рад вас всех здесь видеть, взглядом, уютно, комфортабельно. Это музей, который всегда привлекает свет общества. Люди неравнодушные, люди любящие, творческие люди, которые делают наш мир добрее, красивее,
более интересные. Я сегодня пришел не один, со мной я вижу и палестинские национальные одежда, девушки почему-то прячутся, хотя они должны показаться постоянно, стоят. Да. Все, кто палестинская национальная одежда, должны вот здесь рядом стоять. Я в середине встану. Да. Вот так, чтобы вы видели тысячелетняя палестинская вышивка. Тысячелетняя. И каждый что-то в этом означает. Это не просто взяли, вышивали. Палестина, для информации, открыли греки. 150 тысяч лет до нашей эры. Представьте себе, само Палестина, палестиняне, жители первые, это греческие названия. Само Палестина. 20 тысяч лет до нашей эры палестинцы стали строить крупных городов. Из них первый город в истории Иерихон. Вы можете в энциклопедии и в интернете искать этот город. И там, кстати, есть русский музей и русский культурный центр. Вот изгнанники больше 2,5, почти около 2,5 миллиона палестинцев, которые им лишены права жить. Убитых, мучеников и раненых сотни тысяч. Ни одна школа не осталась, ни одна больница, ни один детский сад, ни один музей, ни архив, ни защищенные здания по ЮНЕСКО, архитектура, древнейшие. Ничего не осталось. Они, видимо, думают, что вот так же, как истребляли индийцы, завладев их родину и убив около 100 миллионов индийцев, красных индийцев в США, можно так и сделать и с другим народом. Но, по-любому, справедливость восторжествует, как все здесь сказали, и художники отражают свои взгляды на все это. Как сказал дорогой Владимир Порфирьевич, мною уважаемый, который, кстати, первый взялся за какую-то работу, связанную с Палестиной, еще в 2005 году. Он сделал бюст. Вы знаете, Стефан Бриллион в 2005 году сделал мой бюст. И мы вместе с ним этот бюст пошли и подарили музей, национальный музей. И с тех пор у меня появилась мысль, почему бы не делать выставки, связанные с Палестиной. Вот эти мысли созревали благодаря художникам России. Именно благодаря художникам, но справедливости ради. Первый, кто с этого начал, который вот был Нагорный. А потом, через много лет, Ильсинов сделал картину, за которую мы гуляли лишних годов в Палестине. Очень сильная картина, история Палестины за 5000 лет в одной картине. Затем, в 2021 году, 13 марта, приехала делегация художников из Ярославля, из Киева-Чепец, из Кирова, из Татарстана. И на День культуры Палестины 13 марта мне подарили картину. И я тогда объявил, Кричкова Султана принесла картину, которую написала «Мечеть Аллаха, верная кубла мусульманов, под снегом». И тогда я объявил, а может быть начнем, выставка Палестины глазами художников России, и назначил дату 15 мая. А художник говорит, такой люди эмоциональный. Давайте! И как вы думаете, начались, и действительно через 2 месяца, 15 мая, в Чебоксарах открылась наша первая выставка, которую вы сегодня посмотрите, как она прошла. Я обязательно попрошу, чтобы ее показали здесь, как все были 3 года тому назад. И мой дорогой Александр Владимирович, который тоже выступал на выставку, присутствовал, и Наталья, и Юрьевна, и Владимир Порфирьевич, и Александр Вячеславович Павлов, и Валентина Ивановна Маслова, я вижу, она подошла, я очень рад. И этот фильм снимал наш
дорогой, замечательный, очень скромный, добрейший души человек. Его зовут Виктор Чугал. И он сегодня тоже присутствует с нами. Вот. Это впервые в истории России организуется такая международная выставка «Палестина глазами российских художников». Некоторые художники писали эти картины в Палестине, находясь там, но большинство их никогда в жизни в Палестине не были. И не посещали Палестину, они писали своими чувствами. Они читали историю, они 2 месяца ознакомились, и про каждое место мне звонили. Участники из Сибири, из Татарстана, из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Нижний Новгород, из Ярославля, из Кирово-Чепецка, из очень многих городов России. Мы всех собрали как единая семья, единая команда, дружная команда. Наша цель – искусство во имя мира. Искусство для продолжения защиты прав людей на жизнь, детей на жизнь, счастья в этом мире. А что еще надо? Что еще надо? Мира палестинскому народу, мира всему народу мира. А для того, чтобы этот мир был, опять же, надо любить. Вот большой любви всем нам, в том числе чувашскому народу, палестинскому народу, да и всем народам нашей дорогой, милой, любимой земли. Доктор Басам организовал это мероприятие, и очень хороший проект, я считаю, который, в общем-то, впервые в России проводится, и на такой волне, что искусство за мир. Каждый художник, наверное, испытывает это как праздник. И выставка получилась, знаете, как бы неожиданной стороны. Поэтому очень приятно видеть картины. Ануннаки – это Ану, это значит с другой планеты человек. Это первый из ануннаков. Который спустился. После него уже появились тут Энки, там, Иштар. Вот эти вот богини, цивилизация пошла совершенно другим путем.
выставка направлена на защиту мира на Земле, чтобы люди жили в мире, в свободе, чтобы людей была возможность развиваться, учиться, общаться с миром. Хотели показать в своей работе палестинский рынок, историю народа, историю искусства, народного искусства. И показать, что древние традиции, они существуют на земле. Именно собрались очень много русских художников, которые известны не только в России, уже во всем мире, как они видят Палестину и показывают Палестину в их глазах. والله يا حروف الوطن زي العبر بالصدر محلى محلى Выставка, которая имеет вот такие мирные корни, которые направление к развитию, направление к тому, чтобы люди понимали друг друга, любили и уважали вот эту вот ценность жизни. Для меня они ласточки. Это символика дружбы людей, друг друга никогда не бросать. Ласточки они такие, они никогда, если хищник нападает, они все кидаются, они побеждают. Вот я хочу, чтобы и палестинский народ, и чуваши всегда были, друг другу помогали в нужный момент, защищали. Вот такие должны быть, как ласточки. محلى
художнику хочется отметить, вот, очень интересные есть работы, это очень приятно. Очень благодарен организаторам такого форума искусства мирового, российского и чувашского масштаба, объединяющий все народы, не только России, а всех тех, которые испытывают огромные боли и сострадания народу Палестины. Палестина – это святая земля. Туда стремились всегда художники, как и в XIX веке, так и до сих пор, и раньше. Поэтому, когда будет целостность этого, будет мир. Божьего благословения всем. Я хотел бы поблагодарить художников, участвующих в выставке «Палестина глазами русских художников», а также тех, кто ее организовал, в особенности уважаемое правительство и дружеский народ Чувашии, а также организацию Ассамблеи представителей народов, проживающих в Чувашской республике, и уважаемого доктора Басам Аль-Балаев, президент Ассоциации дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Льва Пантелеймоновича Куракова, который эту здание построил, который основал Дом дружбы народов, который основал Ассамблею народов Чувашия, который был объединитель народа, который никогда не держал зло ни на кого и простил всех, кто в этой жизни его предал. И поэтому, проводя эту сегодняшнюю встречу, вот студенты подошли сейчас из разных высших учебных заведений, они обучаются у нас. Они показывают пример, они получают образование здесь, становятся послами Чувашской республики, Российского государства в других странах. Они будут сеять добро, они будут сеять согласие и мир. И мы должны поэтому всех уважать, всех любить, всех ценить. А палестинскому народу сказать, правда победит всегда. Володя – это человек, который любит. Он может только любить, он всех любит. Он большой патриот России, большой патриот своей страны. Он сделал Чувашия, он изменил вообще вид города Чебоксары и вся Чувашия. Его работе, все около его работы фотографируются и гордятся, и они стали символом Чувашской республики. Вся его жизнь – борьба за то, чтобы наш мир стал лучше и красивее. Он показал свое истинное отношение к своему народу, к своей родине. Без жизни, без любви нет жизни, за это тоже я ему подарю эту книгу, основанную на реальных событиях, которые попало за 4 года, что с ними произошло, когда изгнали из Родины в 1948 году. А также подарю символ Палестины, символ борьбы за свободу палестинского народа, символ жизни палестинского народа, Арафат, который освящен храмом Рождества Христова в Вифлееме, что Бог его благословит его семью, его близких, его родных, его дочь, его Егорку, чтобы он всегда им приносил добра, счастья, любви, чтобы у него были долгие лета еще творит больше 100 раз тем, что он за это время сделал. И так как эта выставка не только его семьи, я
приглашаю Наталья Юрьевна сюда, его супруга. Такой же подарок. И, кстати, она с нами с первой же выставки. С первой выставки. И вчера она была с нами в городе Буинск, ее картины были с нами. И сегодня я вручу дипломы, прямо пока мы стоим здесь, за сегодняшняя выставка. Я вручаю Владимир Порфирьевич диплом участника. Вот он с бюст, кстати, его бюст 2 года находился в Пензенской области на разных выставках. Самый большой рекорд выставки у нас длился более 300 дней. В библиотеке имени Лермонтова, гигантская прекрасная библиотека в городе Пенза. И, Наталья, пожалуйста, ваш диплом. Где-то должен быть еще другой диплом за вчерашняя выставка. Здоровья вам, счастья, любви, радости. И она написала нашего иерусалимского гостя из Палестины, который только-только приехал, доктор Ахмед. Вы знаете, она написала ему 5 лет назад. И как называли вы картину? Да, картина называется «Вечный подвиг», потому что я знаю, что он у нас обучался на медицинском факультете в городе Чебоксар. И врач – это призвание. Поэтому врачи, я считаю, что вот действительно они спасают людей. Это вечный подвиг наших врачей. Работа посвящена нашему дорогому палестинцу. Он приехал из Иерусалима. Из Иерусалима. Он родился в Иерусалиме. Покажите. Он еще пахнет святой земле. Только оттуда приехал, на него запах святой земли Палестина. И как, представьте себя, за 5 лет молодой человек создал медицинский институт в Иерусалиме, его возглавляет, его учат, который 500 до 1000 врачей. Вот все представьте. В 2003 году возглавляли на память Вот. Хочу сказать, не выпрашивал награды. Спасибо. Спасибо. И каждая выставка, мы общее фото делаем в конце. Общее фото пойдет на приглашение на следующую выставку, а потом делаем книгу отзывов. Даем книги отзывов в подарок в то место, где проходит выставка навсегда. Только от них просим отсканированные отзывы. А это останется у них навсегда. Так что я вам... Пока он здесь стоит, вот, на музей, вот эта книга, я думаю, будет полезна каждому. Уверен, что после как он прочтет эту книгу, у него появится еще очень много работ по Палестине. Спасибо. И еще такой же палестинский символ. Пусть Бог вас хранит всегда, дорогой. Запомните, дорогие друзья, Александр никогда не бывает пассивным. Даже находясь под операцией в больнице, оперировали его рука, в которой он работает правой рукой. Он стал писать картины левой рукой, пока он находился в больнице после наркоза, встал и писал все медсестры, все врачи, все пациенты. Он сделал то, что невозможно возможно. Благодаря его позитива все быстро пациенты поправились и быстро выписались из больницы, и все стали счастливы. Он источник счастья.
Ближневосточная страна Палестина. Эта земля священна для иудеев, христиан и мусульман. Слово «Палестина» происходит от названия древней страны Филистии, которую населяли хорошо известные по Ветхому Завету филистимляне. «Палестина» глазами художников России выставка под таким названием открылась в Казани. Около 50 работ представили мастера кисти из Палестины, Татарстана, Башкортостана, Республики Мариэл, Чувашии, Хакасии, Вологодской и Кировской областей, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Кирово-Чепецка и Ярославля. Национальная палитра разных регионов России, она своеобразна. И во многом вот эта палитра появляется благодаря деятельности активных людей. Именно в Чувашии проживают активисты и их лидер доктор Басам, которые смогли организовать очень сильную своеобразную палестинскую общину, которая и является во многом центром, наверное, культуры арабской в Поволжье и на Урале. А в нашей республике представители арабских государств представлены в большинстве своем студенчеством. И мы сегодня решили на площадке Казани, Дома дружбы народов Татарстана, организовать эту выставку. С одной стороны, яркие представители Палестины, которые проживают в Чувашии. С другой стороны, большое количество арабских студентов, которые обучаются в вузах Татарстана. И арабы, которые сегодня уже стали гражданами России и местом своего жительства выбрали город Казань. И вот эта площадка для нас является естественной. Нам есть о чем рассказать друг другу. Палестина – это история человечества, это история культуры мира. Поэтому знать эту историю, знать первоисточник – это важно для каждого. Большую часть зрителей выставки составили студенты из арабских стран, которые в этот день отмечали выпускной вечер. Организатор и вдохновитель выставки, президент Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, академик Международной гуманитарной академии Европа-Азия, доктор права Аль-Балуи Бассам Фатхи. Я хотел поприветствовать народов дружеских Татарстан, народов России. Палестина глазами российских художников. Эта идея пришла давно, мы сейчас ее реализуем. Первому, который пришла вообще эта идея, которую начали в мире, был Иззеддин Аль-Талак, дипломат палестинский, который в 70-х годах, к сожалению, был убит израильской разведкой в Париже. Вот, он был послом Палестины в Париже. Он собрал со всего мира всех художников, и они организовали выставку в Бейруте, в Ливане, «Палестина глазами художников мира». Открывал ее покойный вождь палестинского народа Ясер Арафат. И его цель была объединить всех людей мира, чтобы через искусство добиться, чтобы в мире был мир, была дружба, чтобы никогда не была война, чтобы закончилась оккупация Палестины. Поэтому мы продолжаем эту традицию, которая ко мне пришла просто вот в марте месяце уже реализовали, а до этого она пришла. И смогли собрать очень много художников, потому что художники, они послы мира. Они всегда чувствуют и видят то, что другие не видят. И поэтому из Татарстана дружеских очень много у нас художников участвует. Из Хакасии, из Ярославля, из Кривочепец, из Санкт-Петербурга, из Москвы, со всей России. Художники объединились, и уже более 200 картин они написали, просто как шедевры о Палестине. Многие из них не видели Палестину, но она живет ведь в сердцах, в умах людей.
Любой мечеть – это Палестина, любая церковь в мире – это Палестина. Палестина, есть даже одна картина здесь, Палестина – масс земли. То есть, так как все пророки родились на территории Палестины, она масс религия и масс земли. Поэтому хотим, не хотим, всегда все народы мира стремились к Палестине. У них было чувство. Все христиане мира совершают паломничество где? В Палестине. Мусульмане, первое место, куда они молились, мечеть Аль-Акса в Палестине. Поэтому из Палестины начался мир. Из Палестины должен, в конце концов, восстановиться мир и справедливость. Потому что без справедливости какой смысл нашей жизни пропадает? Мы все люди. Я здесь уже 38 лет живу в России, учился в Советском Союзе, защитил диссертацию по международное право, специализировался по защите прав человека, прав народов. Я верю, что человечество должно объединиться во имя жизни на земле, чтобы была жизнь. Но сейчас жизнь такая, что главный мотив этой жизни должен быть миру мир. И выставка, посвященная вот как раз этой теме, представлена сегодня здесь в Доме дружбы народов Татарстана. Замечательные работы, прекрасная выставка и такое доброе чувство. Вот посмотря эту выставку, остается такое доброе чувство. Видно, что художники лелеют эту мысль и думают обо всем мире, вообще о мире на нашей земле. Есть портреты, есть жанровые такие композиции, есть пейзажи, но все они связаны как раз вот с Ближним Востоком и с пониманием того, насколько сложно сейчас там все происходит. И, конечно, замечательно, что есть такая возможность участвовать в такой выставке. Выставка добрая и нужная сегодня вот зрителю, нашему обывателю и жителю вообще Татарстана и всей России. В этой выставке принимают участие не только художники из Татарстана, но и замечательные художники из соседних регионов. Такой инициатор выставки, доктор Басам, пригласил, наверное, лучших художников из Чувашской республики, из Татарстана, из Марийской республики, из Удмуртской республики. И то есть вот эта экспозиция, которая сформировалась вот на основании этих работ, вот этих очень хороших художников, как раз здесь представлено. Разнообразие техник, разнообразие манер написания работ, все это придает выставке такую, знаете, особую стать и важность. Мне хочется, чтобы для детей мир во всем мире был на самом деле гармоничный, добрый, своим ученикам, своим детям, своим внукам. Я, конечно, желаю, чтобы они росли в мире и в дружбе, также и другим детям. И моя работа поэтому посвящена будущему Палестины. Мама читает книгу своим детям, и здесь вот у них на столе разложены разные атрибуты, и то есть это мирное, совершенно такой вечер, тихий, спокойный и умиротворенный. Но этого, к сожалению, сейчас в мире Палестины это редкое явление. Страдают очень дети, и это, конечно, нас беспокоит, и нам хочется, чтобы был действительно мир для всех, особенно для детей, поскольку я связана всю свою жизнь с детьми и с творчеством детей. Мы на выставку всегда ходим вместе, они со мной ходят на пленеры. Тихон Бердников, Антон Бердников, Антон Павлович, Тихон Павлович, это внуки моего сына. Сын у меня скульптор, он тоже принимает участие во многих выставках, поэтому они живут нашей жизнью, мы всегда с ними вместе и неотрывно.
Они уже первые пера пробовали? Обязательно пробовали. И вот Тихон и Антон мечтают быть директором школы, как их дедушка, вот Юрий Леонидович. Вот его работа, она тоже посвящена теме мира и Палестины. «Камни говорят», эта работа называется. Мы очень много путешествуем, ездим с ребятами действительно и по всей Европе, и на Дальнем Востоке, и бывали в очень многих странах, и со студентами, я еще доцент кафедры дизайна. Но в Палестине мы не успели побывать, хотели, наметили, и они только очень много слышали, очень много рассказывали друзья тоже, художники. Вот, и я думаю, что это будет время, когда мы туда съездим, но это будет, конечно, в мирное время. Ну, это, конечно, правильно, я считаю, действие многих людей, которые собрались вместе, которые как бы восприняли проблему, темы Палестины сейчас, теперешней Палестины. Вот. И они хотели бы, конечно, те, кто понимает, и те, кто сейчас участвует, конечно, на выставке, ну, я думаю, больший круг людей хотели бы, чтобы был мир, как говорится, во всем мире. Вот. Не было каких-то вот таких грозных и тревожных территорий. Вот. Поэтому старались то, что для нас было интересно, старались нарисовать с теми вот возможностями, которые у нас есть. Кто-то делал, наверное, более, ну, такие, как сказать, ну, серьезные или суровые какие-то моменты жизни Палестины, теперешние, современные именно. Но у меня работа посвящена больше, ну, прошлому, наверное. Иисус Христос, мать и какая-то вот идиллия, которая была раньше. Ну, правда, она называется «Камни говорят», но это называется так, чтобы камни помнят, как бы, камни помнят. То есть те, ну, представляемые мной места помнят просто хорошее время, хорошее и какие-то основные, главные события для всего мира, в принципе, идеология, вот то, что наши деды заложили, да, те, что восприняли наши деды из христианской идеологии, да, вот это все оттуда, поэтому тем более, ну, наверное, всем интересно и всем тревожно за теперешнюю Палестину. Есть целый ряд в истории, конечно, художников, которые рисовали на религиозные темы, в том числе, и можно вспомнить легко наших художников русских, которые ездили именно на места, как говорится, на места святые, и рисовали там с натуры, и этюды, и картины привозили оттуда. То есть это целый пласт художников, вот. Поленов в том числе, например. Он русский художник, много русской природы рисовал, но и в то же время рисовал. Вот ему интересно было это именно учение, и интересно было, откуда все, что взялось, как говорится. Вот, поэтому мы, наверное, стараемся не отстать. Ну, конечно, отстали, и уже много, но надо еще не отставать, еще много надо делать, чтобы, ну, как бы высоты каких-то таких наших деятельности нашей, изобразительной, да, ну, поднять еще на более нужную, интересную высоту, что ли. На полотнах оживают уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничества, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей, роскошные вековые оливы под южным солнцем, каменистые горы, пустыни, долины, улочки и рынки. Последние являются обязательной частью культуры городов Палестины. На полотнах изображены Иерусалим, Иерихон, Наблус, Газа, Самария, Хеврон. Это великий художник чувашский, народный художник Чувашия Анатолий Силов, президент Академии художников мира, написал «Палестинская бедуин». Какая бедуин, как она одевает. Вот это
Марина Албалави написала: обычно отец заботится о дочери, о детей. А здесь, когда отца ноги нет, уже ребенок говорит: папа, я теперь твоя опора. Это призыв к миру, остановки, любая война на свете не должна быть. Это отношение между ребенок, чувстве между ребенок и отец, отцовская любовь. То есть вместо того, что он должен не покупать игрушки, куклы, с ней играть, теперь она должна быть его опора, его нога. Это очень знаменитая стала картина, они уже пишут в мире, показали по телевизору, за рубежом, в газетах, в журналах. Это символизирует трагедию палестинского народа, и что без мира невозможно жить. А это великий палестинский поэт Гасан Канафани. Он такие стихи писал в любви о родине. И руководители оккупантов называли его слова сильнее, чем любая ракета, любая пуля и любой танк. Ямбердов Иван Михайлович из республики Мариэл. Эта картина называется «Палестина. Марс земли». Потому что в Палестине как раз родились все религии, родился Иисус Христос. Самое главное место мусульманов, мечеть Аль-Акса, и христианов. И он показывает здесь Марс этой земли, который от горя, от оккупации, от потери Родины, в таком ужасе. А здесь он показывает оливковое дерево многовековое, которое 5000 лет. И на ней показывает великий палестинский поэт Муин Сисо. И многих поэтов на этой дереве, и даже здесь он его показывает. И лошадь он нарисовал, что мечты все равно исполняются. И он говорил, что без Палестины невозможно жить. Даже христианин, он всегда несет Христос это палестинец, который родился в Палестине, на свою грудь. На кладбищах присутствует Палестина, в церкви это Палестина, в мечети это Палестина. Поэтому он сказал, что Палестина это Марс земли. И вот такая картина у него вышла. К сожалению, самая страшная болезнь на сегодняшний день – это не вирус корона, это не рак, это не болезнь сердца, это не СПИД, это дефицит человечности, отсутствие человечности. Ты родился человеком, будь добр, живи человеком и уходи из жизни человеком, который сделал наш мир лучше, добрее, честнее, в котором наши дети, наши внуки будут жить в уюте, в комфорте, в согласии, в взаимопонимании. Покажи им правильный путь жизни. А что может быть лучше, чем искусство и культура, чтобы показать людям, как должна быть жизнь? Какая она красивая, эта жизнь. Выставка называется «Палестина глазами российских художников». Начало она дала в Чебоксарах. Участвовали очень много регионов. Выставка эта международная, и страны участвовали. Абакан, Хакасия, и Комсомольск-на-Амуре, и страны Азии участвовали в этой выставке. Казань, Чебоксары, Кирово-Чепецк, Ярославль, Лениногорск. Еще много городов. Это многонациональная выставка. Она говорит о дружбе, о мире, о добре, о том, что мы хотим мира, мы хотим
жить дружно между народами. Мы не хотим поднимать руку ни на один народ. Мы хотим объединиться, потому что художники, они миротворцы. Они несут только радость, добро и любовь, и позитив в мир. Я написала работу «Палестинская Мадонна». Я увидела Мадонну, несущую жизнь. Я увидела, что Мадонна, она прежде всего это мать. Мать, которая дарит миру добро, дарит миру новую жизнь. И я хотела вот этим символом, рождением ребенка, сказать, что наши отношения должны возрождаться, должны также родиться, как этот вот ребенок. И символ материнства, он всегда вечный, он всегда говорит о том, что женщине нужен мир, а женщине нужна радость, любовь, солнце, добро. Каждый человек имеет право дышать чистый воздух, имеет право кушать молоко матери без страха, имеет право под крышей дома какой-то жить, имеет право учиться, развиваться, любить и быть человеком. Один раз эта жизнь нам дана. Почему кто-то может лишать других людей права жить? Кто ему дал такое право? Когда будем жить в мире, если будет продолжаться оккупация, не может быть никакой мир. Поэтому это призыв к миру, это выставка, посыл к миру, что все должны жить в любви, в радости, без войны, без страха. Вместо соревнования в войнах надо соревноваться в картинах, в науке, в спорте, в медицине, в открытии научных исследованиях, в космосе. И когда мне организовали экскурсию по самым таким местам глубоким вьетнамским, смотрю, ну это страна коммунистическая, там есть пионеры, там есть комсомол, там есть партия, там есть даже ДНД. Помните, ДНД мы ходили? Вот у них это все есть. И, конечно, столица Хошимин, памятник Хошимину новый в центре. И циркскую заводом, которая женщина, которая там женщина-мужчина Виктор, а женщина забыла. Я посмотрел, говорю, у вас на первом месте, наверное, жизнь ваша это Хошимин. Или религия твоя. Нет, у нас на первом месте память о предках. И
повели меня в дом, самый богатый в этом населенном пункте и самый бедный. И вот в каждом доме, когда заходишь, самое почетное место, черно-белые фотографии, если люди побогаче, бюсты, цветные фотографии предков. И что меня поразило, смотрю, дом, около дома такие большие плиты. А это что за плиты? А это надгробные плиты предки ныне живущих людей, когда-то эти джунгли осваивали, выкорчевывали и создали поля и выращивают рис. А Вьетнам собирает 3 урожая, и больше всех в мире риса он производит и экспортирует. Поэтому у нас, говорят, на первом месте память о предках. Меня это очень покорило. Я прочитал слова гимна палестинского. Там тоже в основе лежит память о предках. Ну, мы Троицу свою празднуем тоже. Я каждый год езжу на могилу отцу в Северо-Порецкий район, а на другой день к маме на могилу здесь ночь по-царски. То есть память о предках, оно дает основательность в жизни. И вот я хорошо понимаю доктора рядом с отцом. Я свои выставки, вот сколько организовывал, всех посвящал отцу и маме. Они там смотрят, и я надеюсь, что им за меня не стыдно. И это меня очень дисциплинирует и заставляет делать правильные шаги, хотя ошибки я много в жизни делаю. Вот. Но сейчас мне на ум пришла одна фраза. Вы, наверное, знаете, кто ее сказал. Красота спасет мир. Кто сказал это? Чехов, да? Чехов. Но красота не только внешняя, это внутренняя. И будет, наверное, хорошо, если сейчас выйдет сюда человек, прочитает стихи красивые. Пусть нет во мне ни капли русской крови, но пятой я своей графой горжусь. Поклон вам всем, российские герои, поклон тебе, несломленная Русь. Ты собрала под сводом столько наций, и за тебя они готовы умереть. Сломить тебя хотят пакетом санкций, но смогут лишь заставить вновь взлететь. Очистила планету в 45-м, фашисты снова в логове своем. О миллионах плач стоял Набатов, но ты сказала, надо, братья, жить. Могучая, сердечная, святая, ты снова объявила смертный бой. Бьешь сыновей сыновей теряя, бандеронацикам готовишь упокой. Нет места им на землях Украины. Свободен будет наш славянский брат. Поможешь снова разобрать руины и стать сильнее духом во 100 крат. Горит опять звезда на небосклоне, и имя ей Владимирская Русь. Я русская, пусть даже не по крови, и этой принадлежностью горжусь. Впитала я ту кровь в себя землицы, что проливали наши деды и отцы, за Украину, Беларусь, станицы, за земли Польши и Молдовы и Литвы. Смешал союз все крови и народы, да так смешал, среди не найти лишь только с той фашистской породой нам никогда не будет по пути. Пришла пора вернуть свое величие. Живые с мертвыми уж встали в один строй. В них честь твоя и гордое обличие, и за тебя они готовы в смертный бой. Она по части самооговора тебе не знала равных никогда. Не трогайте Россию, господа, что нужно вам и сытым, и одетым от той страны, что, выручив полсвета, сегодня и печальна, и бедна. Припомните, как вас она спасла в годину разрушительных набегов, и вот теперь не с вашего ли света несется равнодушная сула. Россия не бывает неправа, уставшая то плакать, то молиться. Она простит и вора, и блудницу, простит и вас за глупые слова.
она простит. А мне всю жизнь молиться за то, что Русь по выкрикам визгливым узнает о Болгарии моей. Не трогайте Россию, господа, ведь вы ее не знаете, невежды, великого терпения, надежды, она иному миру не чита. Не трогайте Россию, и она, и в этот раз уверенно и гордо, без лишних фраз решит свои кроссворды. Пречистую Москва ограждена. Да вы ее благодарить должны уже за то, что есть она на свете, за то, что вам и вашим детям одну судьбу с ее судьбой делить. А коль помочь не можете, тогда изыдите, хотя бы не мешая. Не трогайте Россию, господа. Я надеюсь, у вас будет очень много стихов, когда проступит такие основанные на реальных событиях, которые я перевел с арабского на русский вместе с супругой. Десятая юбилейная выставка «Палестина глазами российских художников», приуроченная к 33-й годовщине провозглашения государства Палестина, открылась в стенах Общественной палаты 26 ноября. Организаторами выставки выступили комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Духовное собрание мусульман России, региональная общественная организация Чувашской Республики, Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Выставка прошла при поддержке и содействии посольства государства Палестина в Российской Федерации. Для нас это важное культурное, общественное событие, потому что многие народы, населяющие нашу страну, да и во всем мире с глубоким уважением относятся к этой земле, к этой территории, где зародились авраамические религии, где каждое место несет свою историю, свою культуру и взгляд в будущее. Палестинские и российские отношения длятся больше 1000 лет с момента принятия христианства в России. И единственная, наверное, страна в мире, которая построила город и его назвала Иерусалим, Подмосковье, это Россия. Там это копия от города Иерусалим, там музей Иерусалим. Вы понимаете, когда-то чувашский патриарх Иван Яковлевич Яковлев писал: «Любите Россию, и она будет вам матерью». И я тоже повторяю: любите Россию. И он был прав. И Россия мать всех свободолюбивых людей на свете, мать всех свободолюбивых народов, мать по защите мира на земле. Данное мероприятие посетили члены Общественной палаты Российской Федерации, российские и иностранные дипломаты, общественные деятели, а также представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Императорского православного палестинского общества, общественных организаций и ведомств. Международная экспозиция собрала полотна более 250 художников, работающих в разных жанрах. На полотнах запечатлены уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничеств, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей. Основная цель данной выставки заключается в том, чтобы продемонстрировать посыл к миру, установлению межконфессиональной и межкультурной гармонии в современных условиях. И, конечно же, мы надеемся, что мероприятия подобного рода будут повторяться все чаще и чаще, что послужит оплотом дальнейшего развития кросс-культурных взаимоотношений между российским и палестинским народами. Пресс-служба Духовного собрания мусульман России. Вот хочется услышать пение молодого палестинца. Мама и Родина очень похожи. Мама красивая,
Родина тоже. Кому бежим, когда нам и грустно, кого кричим, когда болит. На чьих коленах засыпаем, когда в душе огонь горит. И кто придумал слово «мама», и кто первый произносит его, такое милое и родное для каждого важнее всего. صبرك عالزمان جار ألا بد من أعود مهما طول المشوار فلسطين أحلف برب الكون لا بد من أعود لا بد من أعود مهما طول المشوار وهدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا وسلم سلم عبلادي عالي وجدادي وبعد الزغل والشادي بيغرد عودتنا. Спасибо. Вот как мы с вами услышали голос Палестины. Сейчас хочется передать слово, предоставить слово художнику. Мне его работы очень понравились. Для меня он был Саш Павлов, а теперь он недавно стал заслуженный художник нашей республики. Ему надо тоже свое мнение о сегодняшней выставке, о сегодняшнем дне сказать. Первая выставка в 2021 году, весной. Вот. За это время сплотился очень такой дружный коллектив. Вот. Из очень многих регионов, ну, в Чебоксарах, естественно, вот, но не только, очень большая татарская диаспора, вот, и марийцы, вот, кто угодно, и из Сибири, из древних русских городов, таких как Ярославль, вот, художники активные тоже очень у нас. Самая первая художница, которая подарила картину, из Ярославля была как раз. Вот, очень рад, что не ослабевает внимание к этой теме, тем более вот эти последние события, то, что вот скоро будет год уже как трагедия случилась, и древний город Палестины, Газа, который, вот, как доктор Бассан сказал, практически разрушили, но за время своей истории он был разрушен несколько раз. По-моему, сейчас уже 4-й раз его разрушают, вот такая судьба. Вроде бы должны быть древние здания, архитектурные памятники, ничего нет. Постоянно разрушают этот город, вот такая выпала доля народа, что рядом живет с некоторых пор другой народ, который не дает спокойно существовать. И всем счастья, и многострадальный палестинский народ в том числе. Спасибо. Я хочу сказать, Александр Вячеславович молодец. Он написал очень много картин интересных. И одно, скажем, Степашин, Сергей Владимирович, второе лицо, который был в России, я видел многие картины, которые он написал в его кабинете, в разных местах, зданиях. Он возглавляет Императорское православное палестинское общество. Но когда сам Павлов его написал, вот картина там стоит, сейчас я поправлю, вот там стоит копия картины. Вы знаете, я ему подарил картину Павлова, большая аудитория, была международная конференция в Москве. Он был в полном восторге. Потом подошел ко мне его заместитель,
и сказала, вот эта картина, в отличие от всех, которые до этого написали, больше всех понравилась. Так что молодец, он еще не был заслуженный художник. Это спасибо Владимиру Порфирьевичу. Он отдал должное, он справедливо поступил и сражался за то, чтобы Володя, для того, чтобы Александр Шестович стал заслуженным художником. За это большое спасибо вам, дорогой Владимир Порфирьевич, потому что я знаю, через чего вы прошли. Но зато торжествовала справедливость. Это очень важно. Его много картин. Кстати, дорогие друзья, здесь у нас больше 90 художников сегодня участвуют. Представляете себе? Больше 90 художников на этой выставке из-за рубежа и из России. Конечно, башкирских художников молодцы. Больше 40 картин. Это больше 1/3 всех выставленных картин из Башкортостана. Это очень похвально. Вот. Мой друг Александр Владимирович вначале сказал про нашего проекта, который стартует с 1 сентября. Справедливости ради я хочу сказать, что автор этого проекта Елена Светлая. Она уроженка города Новочебоксарск. Она сейчас в Москве живет, но она продолжает быть общественным деятелем, продолжает быть замечательным человеком в защиту мира на земле. Она написала этот проект, и она предлагала его наше отделение Императорское православное палестинское общество. Мы его одобрили, и он сегодня находится на столе у Сергея Владимировича Степашина. Так что вы первая аудитория, о котором был провозглашен этот проект. Я призываю вас всех принять участие. Вот Наталья Юрьевна здесь, ваши дети, вы педагог замечательный. Вот дорогой Медков наш, наверное, Васильевич, пусть ваши дети участвуют. Здесь, конечно, наш дорогой Александр Владимирович, я думаю, примите самое активное участие для того, чтобы все увидели, как Новочебоксарск себе показывает на мировом уровне. Как дети Новочебоксарск себе показывают. Спасибо большое. Вот хотели спросить, кто это? Сидим, гадаем. Это хорошо, а? Что гадаете? Это самый известный в мире человек, родившийся... Яковлев? Нет. Это академик Алексей Николаевич Крылов, кораблестроитель, дедушка профессоров Капицы, которые, очевидно, невероятные и прочее. Он уникальный кораблестроитель. Все корабли мира, большие и маленькие, простые и сложные, строятся по тем законам, которые он разработал. Компас морской – его изобретение. В царское время он был контр-адмиралом, имел 8 высших царских наград. В советское время он стал героем соцтруда, 3 ордена Ленина и большое количество наград. Его можно сравнить с Леонардо да Винчи. Он уникальный математик, астроном, инженер, кораблестроитель. Даже похоронили его по-человечески рядом с Менделеевым, так как он учился у Менделеева. А с другой стороны лежит мама Ленина, Ульянова. Вот. Что еще для него характерно? Человек двух эпох. Родился в Порецком районе, село Половесяга, а теперь Крылово, там есть его музей. Эту работу я написал второй раз. Первая работа на вечное хранение передана через Союз художников Чувашскому государственному художественному музею. Но если туда работа попадает, считает, ее похоронил. Может никогда не увидеть больше, потому что там 50 тысяч экземпляров картин. Я решил повторить, но с изменениями. И для того, чтобы люди знали самых выдающихся земляков, я показываю ее при встрече со школьниками, с детскими садами, со студентами, вот с вами теперь.
И в Третьяковке Голубкина, автор, стоит скульптура советских времен. Я подхожу, смотрю, Крылов, думаю, восьмиписец, что ли. А потом смотрю, мой земляк, я родился рядом в соседней деревне с ним. Вот. Его дед при Бородино в сражении с французами, с Наполеоном, получил тяжелое ранение. И знаете, я открыл для себя новость такую, что в царское время, если офицер получал ранение в сражении, его дети имели право бесплатно учиться в любом учебном заведении России. Так что его отец учился на льготных условиях. Но его отец, дед не закончил при Бородино, он после лечения еще взял Париж, и там опять получил ранение. Но зато вручили ему золотую саблю, награду. А его отец защищал Севастополь. Это французы, англичане осаду делали. А потом его отец стал предводителем алаторского дворянства, как там называлось. Вот. А сам он уже в царское время молодым стал контр-адмиралом. Ни в одном войне не участвовал, но интереснейший факт. Значит, в 1905 году Россия с треском проиграла войну японцам. Хотя были отлиты уже ордена и медали за победу в Японии. А получилось позорище, и царь, и царская дума решили кого-то очень сурово наказать за это поражение. Не царя же наказывать, сам себя он не будет. А у нас тогда был председатель правительства, не помните кто? Короткое имя, Затыров. И, значит, руководители этого правительства вызвали в Госдуму и хотели даже наказание ему казнить или посадить. Но слово попросил молодой тогда контр-адмирал Алексей Николаевич, наш с вами земляк, с двумя папками вышел на трибуну. В первой папке у него информация была, математически доказал, что Россия с этим флотом не могла выиграть. Обосновал поражение. А вторая папка с предложением создать новый российский флот. С математическим расчетом каждого корабля, стоимости, вооружения и так далее. Он же открыл закон непотопляемости, закон остойчивости, даже математически обосновал влияние волны на корабль. И поэтому все корабли мира строятся по его проектам. Этого председатель правительства, кстати, в Госдуме и царь не наказал, благодаря ему. Построили новый флот, некоторые корабли до сих пор живые ходят. В Чебоксарах есть ему памятник, улица в честь его. Все кораблестроительные заводы в России, начиная с самого большого в мире завода по изготовлению подводных лодок в Северодвинске и в Нижнем Новгороде на подводных крыльях, везде носит все его имя. Даже само Адмиралтейство в Санкт-Петербурге носит имя Алексея Николаевича Крылова. Его внуков вы хорошо знаете. Это очевидно и невероятно Сергей Капица. А вот Андрея вы не знаете, потому что он в Антарктиде все время пропадал, он известнейший в мире был полярник. Я с ним был знаком лично, и он у нас почетный гражданин Порецкого района. Его недавно не сказал. И что удивительно, более 10 раз переиздали его воспоминания, которые он написал за 28 дней в Казани во время войны. И первый выпуск был во время войны, когда денег на вооружение вот так, но до того книга была интересная. Я думал, что математик, физик, когда мне попало в руки, что читать-то? Открыл страницу и не смог закрыть, пока как сказка считается. Вот. И там столько формул, он ни разу никуда не заглянул, все здесь. Днем писал, а вечером семья вокруг садилась, он читал. Это уникальнейший человек, наш с вами земляк. Теперь вы знаете. Я обещаю вам сегодня, что эта картина, ее фото, попадет к его родственнику, академику
Крылову Андрею Михайловичу, наш куратор в Москве, куратор нашей выставочной деятельности, уже более 32 выставок нам организовал, и председатель комиссии по наградам. Я думаю, он по достоинствам сможет оценить эту картину, работа нашего великолепного мастера, заслуженный художник Чувашия и вообще заслуженный художник мира, я считаю, такой замечательный человек Александр Владимирович. Я прошу своего друга сюда, Владимир Михайлов, подойти, он стоит как-то неудобно. У нас земляки масштаба мирового, и можно этим гордиться смело. А то, что Ильин земляк Крылов, я нисколько не удивляюсь. Где родился, там он знает, где родиться. Рад этой выставке. Я только сегодня осознал масштаб того, что происходит. Фактически это самый настоящий международный уровень. Очень много вовлечено людей в это дело. Доктор Басам великолепный организатор, действительно подвижник этого начинания. Если это началось в 2021, всего-то, такое ощущение, что прошло лет 10. Я фильм смотрю, думаю, наверное, это 10 лет назад где-то, что-то все это не сильно изменилось. Примерно такие же, оказывается, всего лишь 3 года. Я так понимаю, что доктор Басам, он просто обладает неимоверной энергией, работает как неимоверный движитель всего этого начинания. И поэтому я благодарю от имени города, администрации города, которой сегодня, к сожалению, нет на международном мероприятии. Я всегда об этом говорю и буду говорить. Жаль, что все заметили. Так вот, хотелось бы пожелать этому проекту дальнейшего развития, расширения, и так, казалось бы, куда уж расширяться. Уж и города России, страны включены уже, я не знаю, тут кого только не включили. Но нет предела совершенства. Вы знаете прекрасно. Я, например, вот на свежий взгляд, я бы, например, расширил перечень видов изобразительного искусства, не только живопись. Здесь даже скульптура представлена только, к сожалению, одной головой Владимира Нагорного, шикарный, кстати, портрет, отличный. Вот хотелось бы, чтобы было побольше графики, побольше, возможно, декоративно-прикладного искусства. Может быть, фотографии, почему бы. Так вот, я к чему? Хотелось бы пожелать этому проекту развития, как я уже сказал, и чтобы появились новые авторы в этом проекте с новым видением в изобразительном искусстве, может быть, и молодежь с современным взглядом на все это, и тоже надо, я думаю, вовлекать. Поэтому можно преклоняться перед талантом доктора Басама, организаторским прежде всего и политическим, но есть возможность что-то в этом проекте менять и дополнять. Согласны? Поздравляю всех, замечательно, и хорошо, что этот проект в Новочеркасске. Кстати, первый раз, да? Второй раз. Второй. В этом музее первый раз. Да. Конечно, согласен. Я говорю, в этом художественном музее, это первое. Ну, здесь вообще смотрится все по-другому, согласитесь. Здесь особая аура, и сегодня действительно как-то вот почувствовался так дух Палестины. Я, честно говоря, не очень, что называется, близко это все воспринимаю и понимаю, потому что эта культура-то особая такая, специфическая, я бы сказал. Но вот сегодня были такие моменты, где вот как-то почувствовал
Что, особенно, когда я услышал пение вживую, это на языке Палестины. Спасибо. А исполнителю, вы меня посмотрите, пожалуйста. Спасибо, говорю вам большое за такое исполнение. Дорогому Владимиру Елисеевичу благодарственное письмо я заранее приготовил. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, я не представляю, вот с первого момента, когда я приехал в этот музей, может лет 10 назад, я не знаю, когда первый раз, я больше не представляю этого музея без моего друга Владимира Елисеевича. Без Ильи Александра Ильича, без доверия. Это просто, если они присутствуют, больше никому не надо. Я имею в виду из власти, из больших людей. Это не самые большие, самые нужные, самые прекрасные. Я хочу, дорогой, вам сказать за все ваши труды, за все, что вы делаете в поддержку культуры, искусства. Вы по-настоящему правильно вас называют министр культуры города Новочеркасск. Это подходит вам просто. Она для вас создана, я считаю. Я хочу вам подарить вот тоже такой же подарок. Пусть Бог вас благословит, хранит. Будьте всегда таким прекрасным и замечательным. В этот трагичный день, 20 лет тому назад, в школе в Беслане безвинные дети, родители дошкольного возраста были убиты. Это очень печально, когда терроризм поднимает голову, когда государственный терроризм, который возглавляет и Соединенные Штаты Америки, и ее военные подразделения, уничтожают повсюду школы, детские сады, и на моей родине Палестине, где там убито, по официальным данным, мученики больше 40 тысяч детей и женщин, а неофициальные данные можно умножить несколько раз, которые лежат под домов, не могли их вытащить, в том числе около 90 или уже за 90 моих родных и близких родственников со стороны отца и матери, которые ничего плохого никогда никому не сделали. Часто слышу, что терроризм не имеет национальность, не имеет какой-то там паспорт или гражданство, но он имеет крестный отец и крестная мать. И их адрес известен. Белый дом Соединенных Штатов Америки. И как сказал Хо Чи Minh, вождь Вьетнама, когда увидите любая вдова, любого инвалида, у которого отрубили ноги, руки, ребенка, взрослого, ищите в этом Соединенные Штаты Америки. Да, Владимир Владимирович Путин называл и НАТО, и Америка империей лжи. И по сути он прав, они империя лжи и империя зло. Ведь Америка 4 миллиона айтишников брала на работу как штатные работники, и они занимаются круглосуточно распространением фейков и попытки дестабилизировать ситуацию в родная Россия и на мою родину Палестину, и вообще в мире, для того, чтобы американизировать мир, так как она хочет, так как она желает, она не желает расстаться с управлением мира. Если бы она управляла справедливо, еще был бы другой разговор. Она управляет только страхом, оружием, кровью, уничтожением городов. Ведь второй город в истории, город Газа, с лица земля стерт. Ему 20 тысяч лет. Все здания, все школы, все больницы, все детские сады, ничего не оставили. Это передается прямым трансляциям. Весь мир это видит, и весь мир молчит. Ведь терроризм – это опухоль, это раковая опухоль. Если убьешь ребенка в России, как будто убил всех детей земного шара. Если убьешь в Палестине, как будто ты убил всех детей земного шара. Это священный Коран нам об этом говорит. Мы должны защищать жизнь на земле, должны защищать жизнь детей наших, будущих, женщин, стариков, всех людей.
Жизнь – это святая, Бог ее дал, и никто не имеет права ее отнимать. Что бы ни было, мы должны быть едины, и победить терроризма можно только вместе. И абсолютно надо не только последствия терроризма убивать или остановить, надо в корне его истреблять, а корни известны, кто его снабжает, кто ему оружие дает, кто ему планирует эти террористические акты, кто его отправляет в каких-то местах, где он совершал. Вот что творится сейчас в Курске, что творилось в 2014 году в Донбассе, что творилось в Луганске, как убивали наших русских людей за то, что они русские, за то, что они говорят по-русски, за что они хотят жить русской жизнью. Мы сегодня вспоминаем дети Беслана, дети Палестины, дети Газа и говорим: нет терроризма, нет фашизма и нет американизации мира. Долой Америки, долой империализма, долой фашизма и долой терроризма. Дорогие друзья, у нас еще благодарственные письма надо вручать. Давайте, это как-то нехорошо так, да, Александр Владимирович? Так, у нас здесь, кто у нас первая? Мария Юрьевна, такая красивая девушка стоит. Пожалуйста, подойдите. Ничего страшного, оставьте сюда, подойдите. Она упадет. Упадет? О, хорошо. Зоя Владимировна, есть ли здесь? Зоя Владимировна? Клавдия Михайловна? Клавдия Михайловна? Надежда Васильевна? Александр Владимирович? Хорошо. Евгений Николаевич Маслов, Маслова Валентина Ивановна. И диплом участника за Ильи, не только как у него первая была благодарность за кураторское, а тут диплом участника. Так, Шакиров сегодня нет. Светлана Бычкова нет, а Павлов есть. Пожалуйста. Так, Амирова набережные Челны, ее нет сегодня здесь. Лиса Андреева набережные Челны. Абузар набережные Челны. Низамова Татьяна Михайловна, главный архитектор набережные Челны, уже нет сегодня. Фомин набережные Челны. Профессор Данилов передадут. Так, диплом участника 113-я выставка, которая состоялась вчера в городе Буинск. Наталья Юрьевна, пожалуйста. Так, Виктор Чугаров за 102 благодарности ему сделали сегодня, 2 выставки. Ахмед Ясин, который пел перед вами. И вчера он пел вчера в Татарстане тоже. Так, и еще у нас Ирина Владимировна Шмелева. Есть такая? Есть? Ну, а теперь по нашей традиции мужчина ставит стулья, значит, участники и организатор, и куратор на первый ряд, остальные фото на память. О,
Палестина, святая Палестина, ты гордость наша и наша ты печаль. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. Ты женщин защити, детишек малых, всех мусульман от смуты и от зла. Даруй победу братьям Палестины и защити святыню Аль-Акса. О Палестина, святая Палестина, ты гордость наша и наша ты печаль. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. О Палестина, святая Палестина, ты гордость наша и наша ты печаль. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. О Палестина, святая Палестина, ты гордость наша и наша ты печаль. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. Ты силой духа уму вдохновила на милость всемогущего Творца. Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить, но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить, 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 жить.
можно простить врагу? Как не перейти черту? Как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди? Надеяться и верить. Прошлый день уже не вернуть. В этом будущей жизни суть. Передать, сохранить, простить. Нашим детям здесь еще жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Нам с тобой. А счастье по небу кружить. И вновь поднимется заря. Заря поднимется земля. Заря поднимется земля. Жить, жить, жить. Нам с тобой. Как научиться в мире жить? Объятиях утренней зари, просто любить, просто мечтать, сердцем своим этот мир согревать. Я помню себя в свои 18. Музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо. Учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс. Дипломом ГУ, это мой стимул. В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице. Смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Уныние 0, желание жить не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс своими руками. Меняй свою жизнь вместе с нами. Жить, жить, жить. Нам с тобой. Как научиться просто жить? Нам с тобой. Не воевать, не убивать, а человеком просто стать. А человеком просто стать. Просто жить. حاسة حالي إذا متت مع أمي كان أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا اللي بشوفه، المأساة هذه اللي بشوفها، اللي كل حاجة عندي كليتهم يعني كل اللي كنت أعزهم وأحبهم كليتهم راحوا. فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين. فلسطين يا روح الروح إحنا مش ناسين. فلسطين 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 يا حبيبة يا فلسطين. يا بلاد التين
بالمسك ترابك متحني وزهر الياسمين، شعبك على وعده ومستني بكرة حنعود، نكسر القيود نرسم وطننا له حدود. لو هدموا بيوت شمس الحرية تدفينا، نتحدى الموت حالفين نرجع أراضينا مهما تدمرها، بكرة نعمرها وبعون الله لنحررها. فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين، فلسطين يا روح الروح إحنا مش ناسين، فلسطين طال فراق بكرة إلك راجعين، فلسطين عز وكرامة وشعب مهبيلين، فلسطين 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 يا حبيبة يا فلسطين. روح الروح هذه روح الروح. والثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي. روحك موجوعة وبتنزف صبارة محتس بيك، شعبك بصمود وحالف لك راجع من الغربة، كرمال القدس والأقصى قسما ما يملي، كرمال الشهداء اللي ضحوا لتعيش فلسطين، حتى تعيش فلسطين. فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين، فلسطين يا روح الروح إحنا مش ناسيين، فلسطين طال فراق بكرة إلك راجعين، فلسطين عز وكرام شعب مهبيلين، فلسطين 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 يا حبيبة يا فلسطين. فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين، فلسطين يا روح الروح إحنا مش ناسين، فلسطين طال فراق بكرة إلك راجعين، فلسطين عز وكرام وشعب مهبيلين، فلسطين 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 يا حبيبة يا فلسطين، بكرة إلك راجعين، والله إلك راجعين. فلسطيني 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 فلسطيني، أنا اللي اسمي يكفيني، أنا الصامد على أرضي ورافع للسما جبيني، فلسطيني 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 فلسطيني، أنا اللي اسمي يكفيني، أنا الصامد على أرضي ورافع للسما جبيني، فلسطيني 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 ويا نيالي عزيز وراسي بالعالي، وحب بلادي طوالي بدمي وبشراييني، فلسطين ولهون وبس عموتي هالوطن ينمس، أنا روحي فدا للقدس لبي لو
فداكي يا بلادي يا أرضي وأرض أجدادي، كتبت اسمك على الوادي على كل جري ومديني، على عهد الوطن فيه سماي وأرض حرية، على من المي للمي على التراب الفلسطيني. فلسطيني فلسطيني أنا اللي اسمي يكفيني، أنا الصامد على أرضي ورافع على السما جبيني. فلسطيني يلا أنا اللي داري أفديها بهالدنيا وما فيها، وتطلب روحي أعطيها فداها عمري وسنيني. فلسطينية رايتنا وقوتنا بوحدتنا بهالكوفية عزتنا يا بي محلاها بيداني. فلسطيني فلسطيني أنا اللي اسمي يكفيني، أنا الصامد على أرضي ورافع على السما